1 марта в Абхазии пройдет второй тур президентских выборов. Сложность второго тура в графе «против всех». Теперь лидирующему кандидату мало набрать простое большинство голосов. Ему надо набрать больше голосов, чем суммарно у его конкурента и кандидата против всех. Если этого не произойдет, то выборы будут объявлены недействительными, и все начнется сначала. Во втором туре конкурируют два кандидата. Провластный, поддерживаемый Москвой, бывший вице-президент при свергнутом 15 ноября Аслане Бжане, Бадра Гунба, и оппозиционный Адгур Ардзинба, против которого направлена вся мощь административного ресурса, как абхазского, так и российского. По итогам первого тура разрыв между кандидатами в 9% в пользу ставленника Москвы, который по замыслу кураторов должен был победить в первом туре. А так как этого не произошло, то давление на избирателей усилилось. На этой неделе промосковский кандидат по второму кругу встречал поезда, самолеты, автобусы и российских чиновников. В Абхазии шутят, что для того, чтобы убедить избирателей, осталось организовать встречу Бадры Гунба с НЛО. Однако, несмотря на столь серьезную психическую атаку на абхазских избирателей, один из громких пиар-проектов завершился конфузом. Самолет, прибывший в аэропорт Сухума по просьбе Гунба для эвакуации больных в московские больницы, не смог взлететь по техническим причинам. Больных продержали в салоне самолета более 5 часов и вернули в абхазские больницы. А вот поезд «Победа» и российская «Ласточка» прибыли в Сухум по расписанию, и Бадра Гунба в неопознанном статусе торжественно встречал их на перроне. Накануне выборов на главной площади столицы Бадра Гунба принял очередную партию автобусов для детей Абхазии. Исполняющие обязанности президента Валерий Абганба российские чиновники демонстративно игнорируют. Но есть вещи, на которые не могут повлиять ни российские связи, ни олигархи, ни иностранные пиар-технологи. Это дебаты между кандидатами. Они прошли на абхазском телевидении 27 февраля и завершились с явным перевесом в пользу оппозиционного кандидата Адгура Ардзинба. Его соперник показал полное незнание истории страны даже в рамках школьной программы. Гунба умудрился спутать две разноплановые исторические фигуры владетельных князей Абхазии. Не смог произнести имя депортированного на 10 лет из России музыканта Бараса Куджба, о котором говорит вся страна, и продемонстрировал неготовность обсуждать экономические и общественно-политические вопросы. Не смог Гунба объяснить и миллиардные финансовые вложения в свою предвыборную кампанию и их происхождение, да и попытки дистанцироваться от ответственности за энергетические, экономические и общественно-политические кризисы, сопровождавшие страну 5 лет, выглядели неубедительно. Свою защиту провластный кандидат строил на обвинениях в адрес своих предшественников, упорно забывая о своем 5-летнем нахождении во власти. Под занавес этого разгромного эфира Адгур Ардзинба обратился к общественности. 1 марта нам надо ответить всего на один вопрос. Будем ли мы дальше радушно встречать на своей прекрасной земле гостей, или же сами окажемся гостями в нашей стране, сказал кандидат в президенты, четко давая понять избирателям, что речь идет не о выборе президента, а о сохранении страны. О том, как повлияли на избирателей дебаты, мы узнаем лишь в ночь на 2 марта. ЦИК Абхазии на этой неделе выслушивал отчеты о нарушениях в первом туре от штаба оппозиционного кандидата. Пытался объяснить несоответствие между данными протоколов участковых и окружных избирательных комиссий и пообещал провести замену членов участковых комиссий. Обещания исполнены частично. В состав некоторых участковых комиссий добавлены новые члены. Тем временем судьба торгующих мимозой абхазских предпринимателей, которые застряли на российско-абхазской границе, все еще не решена. В их товаре упорно ищут вредоносного мимозового трипса, но пока не находят, и общественность уверена, что калифорнийский трипс напрямую связан с выборами. Торговцы, которые перевозят свой товар мелкими партиями в сумках, уже понесли потери. Мимоза сгорела, ее бросили на границе. Те,
кто вывозит мимозу крупными партиями в фурах с холодильниками, надеются на то, что Россия даст разрешение на выезд до того момента, как мимоза сгорит. Минсельхоз Абхазии ведет переговоры с российской стороной, но никаких внятных ответов не получает. Глава ведомства Беслан Джопо выражает большие сомнения в существовании калифорнийского трипса в цветах мимозы и ссылается на лабораторные исследования, проведенные в Абхазии. Он сообщил, что российская сторона еще не завершила проверку, но говорит, что мимозу когда-нибудь пропустят. Сроки ему неизвестны. Тем временем в руководстве страны обсуждают возможность оказания помощи предпринимателям, которые несут финансовые потери из-за простоя товара. А народная молва утверждает, что предприниматели начнут пропускать через границу только после выборов 2 марта. На этой неделе исполняющий обязанности президента Валерий Бганба издал распоряжение, которым запретил деятельность черных копателей, поиск и изъятие археологических предметов, ввоз в страну специального оборудования для проведения раскопок. Бганба поручил Комитету по археологии и охране культурного наследия подготовить поправки в Уголовный кодекс.